Бекбулат был чингизидом, родственником Тохтамыша. В начале своей карьеры он служил Тохтамышу и являлся одним из полководцев ордынской армии. Сражаясь с Тимурленком за земли Кавказа и Средней Азии, Тохтамыш направлял Бекбулата на ответственные участки фронта, а Бекбулат ждал удобного случая, чтобы самому захватить власть. Когда Тимурленк двинулся из Средней Азии против Золотой Орды, Тохтамыш приготовился вместе с Бекбулатом отразить его наступление, но хан не знал, что Бекбулат вошел в тайный сговор с неприятелем. Когда ордынская армия встретила Тимурленка на реке Кондорче, Бекбулат предал Тохтамыша и не стал сражаться с Тимурленком. Он бросил хана, ушел с поля боя и увел с собой множество бойцов. Лишившись немалой части войска, Тохтамыш потерпел разгром. Хану пришлось спасаться на окраинах своих владений. Виновником этого поражения Тохтамыш называл Бекбулата. Бекбулат рассчитывал, что Тохтамыш проиграл окончательно, потому он провозгласил себя новым ханом Золотой Орды. Бекбулат занял сарай и завладел двором Тохтамыша. Но оказалось, что он поспешил списывать Тохтамыша со счета. Хан сумел оправиться от разгрома и изгнал Бекбулата из столицы. Тогда Бекбулат попытался скрыться, удалившись в Крым. Тохтамыш бросился в погоню и настиг Бекбулата на полуострове. После ожесточенного противостояния Бекбулат был схвачен и казнен Тохтамышем за совершенное им предательство.